Здравствуйте, в эфире «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Размышления о главных событиях прошедшей недели в ближайшие полчаса. Сегодня в выпуске. Победы и разочарования американской дипломатии. Куба больше не враг. Восклицательный знак. Кыргызстан больше не друг. Знак вопроса. Есть ли связь между радикальным национализмом и новой национальной идеей в России? И сколько стоит ответить на вопрос, есть ли жизнь на Марсе? Обо всем этом говорим с очевидцами событий, активистами и аналитиками. Специальный гость нашего эфира сегодня – колумнист газеты «Ведомости» Мария Снеговая. США-Куба. На протяжении десятилетий двусторонние отношения в категории «хуже только война». Экономическое эмбарго, запрет на поездки американских граждан в страну, до которой от побережья Флориды рукой подать, резкие заявления в адрес друг друга. И вот на этой неделе историческое примирение. Над посольством в Вашингтоне официально поднимают кубинский флаг. О том, как США и Куба сначала отдалились друг от друга, а потом приблизились на расстояние рукопожатия, минутный видеоэкскурс в историю. До Кубы от США рукой подать. Остров расположен в 144 километрах от южного побережья Флориды. США разорвали дипломатические отношения с Кубой 2 января 1961 года. Вскоре после этого, 17 апреля, ЦРУ проводят операцию вторжения на Кубу в районе залива Свиней. Цель – свержение нового кубинского режима силами кубинских же беженцев. В октябре 1962-го разгорается Карибский кризис. Тайная переброска на Кубу советских военных частей и вооружения, включая ядерное оружие, едва не приводит к ядерному противостоянию. 3 февраля этого же года США вводят полное торговое эмбарго против Кубы. И вот почти полвека спустя робкое потепление. В 2009-м США отменяют ограничения на поездки семей и денежные переводы на Кубу. О начале нормализации отношений между странами лидеры государств заявили 17 декабря 2014 года. Этому предшествовали несколько месяцев переговоров при содействии Папы Римского Франциска. В апреле нынешнего года администрация президента Обамы удалила Кубу из списка стран-спонсоров терроризма. И вот, наконец, историческая веха. 20 июля дипломатические отношения были восстановлены в полном объеме. Так выглядит история похолодания и потепления в американо-кубинских отношениях. Дипломатия с температурной отметкой всегда значительно выше нуля, между тем, все эти годы превалировала в отношениях Кубы с другой, тогда еще супердержавой. Куба, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня. Куба, любовь моя, слышишь чеканный шаг, это идут Барбудос. Советский Союз, а потом и Россия, и Куба – это отношения, не омраченные кризисами. Че Гевара, герой советской молодежи. Кубинцы получают в Союзе высшее образование, а специалисты из СССР помогают строить кубинскую промышленность. После распада Советского Союза Россия из-за собственных трудностей чуть меньше инвестирует в Кубу, но особыми отношения быть не перестают. Что же будет теперь, когда у Кубы появился новый супердруг? Этот вопрос я адресовала журналисту радио Марти Альваро Альби, который накануне этого эфира вышел к нам на связь из Майами. Официальные источники, я имею в виду Министерство иностранных дел в Кремле, всегда сказали, что они за восстановление отношений между Кубой и Соединенными Штатами. Но общественное мнение, особенно очень много экспертов, говорят, что это вопреки советские, российские правительства, потому что в Латинской Америке всегда Куба была плацдарм Москве, а теперь уже будет искать, то есть кубинское руководство, больше и лучше отношений с Соединенными Штатами, чем в российских. Поэтому очень много статей, особенно в русской прессе, они с кавычками поставят теплые отношения между Кубой и Соединенными Штатами, особенно в такой период. И поэтому вот кубинцы, особенно кубинцы, которые уже знают, как отношения работают, особенно не только в дипломатическом, а в политическом плане, они тоже говорят, что здесь, если кто-то проиграл, это Путин. Потому что он в последнее время сделал ставку на кубинское руководство, и теперь уже Куба поставит ставку на Соединенные Штаты. Я также спросила Альваро Альбу о том, чего сами кубинцы ждут от восстановления отношений с Америкой. Кубинцы ждут чудеса.
чудеса не бывают. Они ждут, что американские туристы привезут процветание, что американские туристы привезут благополучие. Но если они сами не будут начинать работать и принимать участие в самой своей жизни, устроить новый строй, это будет очень трудно. Я думаю, что рассчитываться на американскую помощь, на американские туристы для процветания страной, или тем более, чтобы построить демократическую страну, этого человек легкомысленный только могут так думать. Это был журналист радио Марти Альваро Альба из Майами, рассказавший о том, каким кубинцам видится будущее отношений с США. В продолжение темы двусторонних отношений перенесемся на другой континент, евразийский. Кыргызстан в начале 90-х годов прошлого века с легкой руки первого президента страны Аскара Акаева назвали островком демократии. Американские неправительственные организации работали в стране в полную мощь, программы по политическому и образовательному обмену набирали силу. К островку демократии старейшая демократия мира относилась с большим вниманием. После терактов 11 сентября 2001 года США разместили на территории Кыргызстана военную базу «Манас», которая просуществовала более 10 лет. Потом «Манас» со скандалом начали закрывать. И вообще скандалов стало больше. Последний грянул на этой неделе. США награждают правозащитника, этнического узбека Азимжана Аскарова, пожизненно осужденного в Кыргызстане. Власти страны в ответ заявляют о выходе из договора о сотрудничестве с США. Отреагировать на этот шаг я попросила общественного деятеля, бывшего заместителя министра социального развития Кыргызстана Идиля Байсалова. На уровне охлаждения это было давно. Но то, что награждение Аскарова использовано как повод для такого серьезнейшего демарша, вплоть до разрыва базового документа по получению помощи, потому что наша страна по-прежнему продолжает нуждаться в экономической, технической помощи. Вот, то есть, я не считаю, что мы можем искать какого-либо рационального объяснения, потому что для всего политического спектра, для всего спектра политических сил в Кыргызстане, вплоть до самых отъявленных сторонников укрепления связей с теми же, например, с той же Россией, сторонников Евразийского экономического сообщества, даже они сейчас находятся в недоумении. Потому что это абсолютно ясно непрагматичный шаг. Более того, идущий вразрез с коренными национальными интересами народа Кыргызстана. Мы также спросили Идиля Байсалова о возможности пересмотра приговора Аскарову в свете международного резонанса. И президент Атамбаев не был руководителем государства в тот момент, когда Азимжан Аскаров осуждался, когда этот весь позор и стыдобище, судилище это имело место, и когда первые просьбы стали поступать на стол президента, в том числе, например, письмо в частном порядке от филантропа Джорджа Сороса. Мне очень хорошо известно, что Алмаз Шаршенович Атамбаев очень даже относился к этой проблеме, которую он хотел решить. Это невозможно было представить, допустим, что через 3 года или через 4 он это будет, столь кардинально его позиция будет меняться. И я не знаю, каково это будет. Я хочу просто пожелать здоровья Азимжана Аскарова, потому что это человек вольной такой профессии, художник, это человек с большой такой совестью. Это нам было ясно, потому что когда он заступался за простых людей, он мог этого не делать, но он этого делал, жил по совести. Я думаю, что сейчас мы должны пожелать только ему крепкого здоровья. Идиль Байсалов о судьбе осужденного в Кыргызстане правозащитника Азимжана Аскарова. Далее в нашем эфире национализм и национальные идеи в России. Можно ли ставить знак равенства? В четверг в Москве информационно-аналитический центр «Сова» презентовал доклад с длинным названием «Прокремлевские и оппозиционные со щитом и на щите. Ксенофобия и радикальный национализм и противодействие им в России в первой половине 2015 года». «Сова» занимается темой ксенофобии и национализма на протяжении долгих лет. И сейчас у нас по скайпу на связи глава центра
Александр Верховский. Саша, приветствую. Сразу хочу попросить вас прокомментировать первый достаточно неожиданный вывод, сделанный в докладе. Неожиданный, по крайней мере, для меня. В документе говорится о том, что события в Украине привели к кризису движения русских националистов. Как вы это объясняете? Кризис произошел, собственно, еще в прошлом году. И связан он с тем, что националисты очень сильно раскололись, в том числе внутри организаций. Вопрос о том, как относиться к проекту «Новороссия», к присоединению Крыма и так далее. Поскольку часть из них считает, что более-менее ожидаемо, что это защита этнических русских, и вообще все, что приращивает, так сказать, российскую территорию, все хорошо. Другие же полагают, как правило, что русские и украинцы — это один народ, что это братоубийственная война, развязанная некими враждебными силами, и уж если в ней участвовать, то лучше скорее на противоположной стороне, потому что на противоположной стороне больше свободы для национализма, с их точки зрения. И действительно есть люди, которые участвуют в войне на одной стороне и на другой стороне. Спасибо, Александр. Я сейчас хочу привести несколько цифр из этого доклада. По статистике российских и неонацистских нападений прошлый год существенно отличается от нынешнего. Убитых в 2014 году 36, раненых 128, в 2015 году 4 и 33 соответственно. А в статистике обвинительных приговоров, учитывающих мотив ненависти, в 2014 году количество приговоров 21, количество осужденных 45, и в 2015 приговоров 11 и осужденных 24. Надо понимать, конечно, что данные сейчас только за полгода нынешнего года. Но, Александр, на ваш взгляд, о чем, по-вашему, свидетельствует эта статистика? Жестокость наказания предыдущего года урезонила радикалов или повлияли какие-то другие факторы? Я бы еще добавил, что у нас обычно данные за последнее время просто в принципе менее полные, чем за прошлый год. Какие-то вещи узнаются сильно задним числом. Но похоже, да, действительно, в нашей статистике в этом году будет меньше преступлений зафиксировано по мотиву ненависти, чем в предыдущем. Отчасти, мы думаем, это связано с тем, что меньше стало сообщений в масс-медиа об этом, потому что каким-то СМИ неудобно, видимо, сообщать о таких вещах на фоне агитации насчет украинского фашизма. Отчасти, действительно, довольно сильное давление правоохранительных органов на ультраправую среду сейчас должно было, если не урезонить, то несколько напугать тех людей, которые эти преступления обычно совершают. И это привело в совокупности к снижению. Но, конечно, здесь нужно еще подумать и пособирать данные, потому что снижение довольно сильное, и вполне мы его не понимаем. Что касается приговоров, то приговоров имеется в виду за насильственные преступления по мотиву ненависти. В этом году было, получается, примерно так же, как в прошлом, за полгода. И это по нашим временам скорее прогресс, потому что все последние годы количество таких приговоров только снижалось, что повышало безнаказанность для этих преступников. Так что, видимо, действительно полиция начинает браться за ум. Это наверняка имеет какие-то политические причины, но и здравый смысл, я надеюсь, тоже здесь играет роль. Александр, спасибо вам большое. Директор Центра «Сова» Александр Верховский был у нас сегодня на связи из Москвы. А в нашей студии я приветствую колумниста газеты «Ведомости» Марию Снеговую. Мария, добро пожаловать. И мы продолжаем разговор по докладу, о котором уже начали беседу. В докладе «Совы» отмечается, что тема украинского противостояния является для националистов в России по-прежнему одной из самых важных и в этом году, и в прошлом году она таковой была. А в России еще говорили, что история с Крымом вообще стала краеугольным определенным таким камнем в настоящее время для определения новой национальной идеи в России. Означает ли это, что сейчас между национализмом и национальной идеей, идеологией можно поставить знак равенства в России вот на данном историческом этапе? Вы знаете, тут надо разделять между двумя типами национализмов, которые, на мой взгляд, существуют в России. Один из них имперский, и да, безусловно, о нем может идти речь. А второй тип национализма такой более-менее гражданский. Здесь необходим некий исторический экскурс, я сейчас вкратце пишу. Дело в том, что Россия исторически всегда была империей. Это не очень любят россияне признавать, но это так. Но империя, которая была, в отличие от многих других, континентальной. В итоге россияне, русские, в каком-то смысле жертвовали демократическими свободами,
народами ради того, чтобы удержать вот в этом братском ярме, так скажем, все прилегающие республики. И вот это вот фактически желание остаться империей уничтожало возможность развития демократии и либерализации страны. Мы видели, что в начале 90-х была какая-то попытка со стороны Ельцина все-таки сделать более-менее национальное государство, но она быстро умерла из-за Чечни. И в этом смысле приход Владимира Путина на волне Второй Чеченской войны и постепенное уничтожение всех демократических свобод – это вполне исторический путь России. Но к 2011-2012 году в обществе созрели какие-то силы демократические, либеральные, которые готовы были требовать роста большей либерализации режима. И подчеркну, что это было в тренде абсолютном распада Советского Союза, где все республики национальные так или иначе сочетали требования демократических свобод с национальными освободительными движениями. Что в балтийских странах, что в постсоветском пространстве и остальном, это было трендом. В России это началось в 2011 году примерно. И Кремль очень хорошо эту тенденцию уловил. И что вот было сделано с Крымом, это надо отдать должное Кремлю, очень эффективная кампания по именно апеллированию к традиционному имперскому комплексу россиян, которая достигла двух идей. Да? Вся Россия объединилась вот под этой идеей, что да, конечно, мы россияне, мы братские народы, сейчас опять будем в это дружественное ярмо объединять. И либеральное движение было вот на этой волне уничтожено, потому что поддержка сильной власти тут же поднялась, с одной стороны. А с другой стороны, этот вот ход конем, так скажем, в Крыму и Новороссии, он расколол националистов абсолютно. И вот мы до сих пор, фактически на данный момент, год спустя, мы видим, что национальное движение, оно точно так же расколото. То есть люди типа Константина Крылова, скажем, националисты, которые ранее примыкали к либеральному движению, оказались фактически нерукопожатными. И... Маш, ну вот интересно, извините, что прерываю вас, здесь тема преступления и наказания все равно очень ярка, потому что вот буквально в пятницу был вынесен приговор о пожизненном заключении Илье Горячеву, это лидер боевой организации русских националистов. И в статистике, которую мы приводили, также было очевидно, что наказание, в общем, за преступлением все же следует. И вот в связи с этим антимайдан, он был организован националистически настроенными элементами. В то же время против националистов российская власть сейчас, ну, нельзя сказать крестовый поход, но какие-то меры применяются, тем не менее. Тот факт, что существует национализм со знаком плюс и со знаком минус, говорит о кризисе? Или вы считаете, что это каким-то образом будет использовано продуктивно российской властью? То есть еще раз подчеркну, что кризис, безусловно, есть национальное движение. Вот этот вот раскол, который Крым и особенно Новороссия привнесли, потому что особенно по Новороссии эта разделительная черта прошла. И, конечно же, власть будет продолжать преследовать, особенно тех националистов, которые так или иначе против Новороссии, какой-нибудь там Александр Белов, скажем, вот пример из таких групп. И, соответственно, да, они боятся национального движения прежде всего, потому что в связке с либералами это большая угроза монополии на власть. Маша, спасибо большое. Мы продолжим этот разговор в нашем эфире, безусловно. Мария Снеговая, колумнист газеты «Ведомости», была у нас сегодня в гостях. Дальше в эфире «Хватит ли 100 миллионов российского магната на поиск братьев по разуму?» На этот вопрос ответит наш собственный специалист по тарелочкам Юрий Караш. Оставайтесь с нами. В начале недели у человечества забрежила новая надежда найти во Вселенной братьев по разуму. Российский магнат Юрий Мильнер решил потратить на это $100 миллионов. Деньги должны пойти ученым исследовательского центра поиска внеземных цивилизаций в Университете Калифорнии в Беркли, который был создан в 1961 году. В рамках вновь профинансированного проекта в Беркли будут изучать ближайшие к Земле 1 000 000 звезд и 100 галактик, а также весь Млечный Путь. Охват проекта таким образом будет в 10 раз шире, чем в предыдущих исследованиях в этой области. Российский бизнесмен также по сообщениям пообещал выдавать гранты на поиск новых способов межзвездных коммуникаций. Это стало известно в начале недели, а в пятницу наса сделала заявление об обнаружении планеты, похожей на Землю, которая вращается вокруг планеты, похожей на Солнце. Планету назвали Кеплер-452b. Она на 60% больше Земли, и протяженность года на ней не 365, а 385 дней. И сейчас к нам на связь выходит Юрий Караш, эксперт по вопросам космоса и авиации. Юрий, здравствуйте. Вот в свете открытия новой планеты проект поиска внеземных цивилизаций по радиоволнам и инфракрасным излучениям, как это собирается претворять в жизнь проект Юрия Мильнера, не потерял своей актуальности? Да нет, вы знаете,
какая же тут может быть потеря актуальности? Представьте, что вы нашли золотой самородок на поверхности Земли. Означает ли это, что вы должны перестать искать их в недрах нашей планеты? Нет, конечно. То же самое применительно к поискам неземных цивилизаций. А потом, кто сказал, что на Кеплере 425b была обнаружена разумная жизнь? Мне кажется, это еще никто не подтвердил. Поэтому пока мы ее не найдем, нужно продолжать искать. И даже если найдем, то кто сказал, что она может присутствовать еще только на одной или на двух планетах, за исключением Земли? Может быть, таких планет тысячи или миллионы. Поэтому, я думаю, не надо останавливаться на достигнутом. Юрий, а скажите, на ваш взгляд, это символично, что вот именно российские деньги станут самой крупной инвестицией в поиск внеземных цивилизаций? Я с удовольствием отвечу на ваш вопрос, если вы мне объясните, а в чем здесь может заключаться символика? Ну, в общем, никто до этих времен не вкладывал, а российские деньги теперь, может быть, даже помогут обнаружить братьев по разуму. Ну, я не уверен вообще, насколько эти деньги могут считаться российскими, поскольку, насколько я в курсе, Юрий Миллер вообще живет в Соединенных Штатах. И где его бизнес в основном имеет место быть, в России или в Соединенных Штатах, я, к сожалению, не в курсе. Так что, наверное, это уж больше так российско-американские деньги. Ну что же, я могу только приветствовать этот шаг. Если Юрий Миллер считает себя российским бизнесменом, то, наконец-то, владельцы крупных состояний стали вкладывать их не только в покупку яхт, зарубежных футбольных клубов или недвижимости за границей, но и в то, что будет помогать человечеству развивать границы познания. Юрий, ну и как вы оцениваете вероятность успеха этого проекта? Ну, примерно вероятность такая же, как у проекта по поиску научного доказательства существования Бога. То есть, может, найдем, может, не найдем. Но в любом случае дорога осилит идущий, извините за банальность, так что, наверное, это хорошо. Ну, Юрий, и последний вопрос. Вот такие деньги, ну, вы сказали уже, что они российско-американские, конечно, но почему они не тратятся на какие-то российские исследования? В России нет интереса, российские ученые, может быть, не так заинтересованы этой темой или, может быть, не верят в успех таких предприятий? Ну, а какие аналогичные исследования проводятся в России? Вы их знаете, я, например, их не знаю. Но, кроме того, вы знаете, у нас в России так, на что-то отчислят, допустим, $10, но из них 3 или 4 положат себе в карман. Все-таки, когда имеешь дело с зарубежными коллегами, зарубежными учеными, зарубежными проектами, значительно больше шансов, что все деньги, выделенные на научный проект, на него и будут потрачены. Ну что ж, спасибо, Юрий. Юрий Караш был в нашем эфире. Мы будем наблюдать за проектом и надеяться на то, что в ближайшее время или в отдаленном будущем межпланетные цивилизации все же подадут нам сигнал. Это были события недели 25 июля. Победы и разочарования американской дипломатии, связь между радикальным национализмом и новой национальной идеей в России и $100 миллионов инвестиций в поиски внеземных цивилизаций. Дальше больше смотрите нас в интернете на Current Time TV и в эфирах ваших национальных телеканалов. С вами была Юлия Савченко. Всего доброго и до новых встреч в эфире.